Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Мы наследники Великой Победы. В Республике Коми объявлен старт благотворительного марафона. Пожар легче предотвратить, чем потушить. Сотрудники МЧС призывают жителей округа соблюдать правила безопасности. Очередная высокая награда. Интинцы приняли участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Формула успеха». Принести пользу городу и заработать свои личные деньги. В Инте стартует программа временного трудоустройства несовершеннолетних. В этом году мы отметим 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В нашей стране пройдет череда праздничных мероприятий и масштабных патриотических акций. В Коми стартовал ежегодный республиканский благотворительный марафон «Мы наследники Великой Победы». Каждый интинец, который готов помочь участникам и очевидцам тех страшных событий, может перечислить средства на специальный расчетный счет. Это будет помощь для участников Великой Отечественной войны в качестве дополнения к государственной поддержке. Средства направят, например, на организацию праздничных вечеров, ремонт квартир для ветеранов, покупку бытовой техники для них, продуктовые наборы и другие подарки. Приближается самый значимый в нашей стране праздник – 9 мая. В преддверии очередной годовщины Победы объявлен традиционный благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы». К сожалению, ветераны с каждым годом уходят. В Инте не осталось ни одного непосредственного ветерана войны. Тружеников тыла тоже становится все меньше. Нужно успеть помочь заботой, вниманием и финансами очевидцам тех страшных событий. В нашей стране нет семьи, которую бы не коснулась война. Но, увы, многие пожилые люди сегодня одиноки. Я призываю всех жителей Интинского округа присоединиться к марафону Победы. Всем, кто желает присоединиться к благотворительному марафону, сообщаем реквизиты для добровольных пожертвований. Муниципальное бюджетное учреждение культуры, Центр народного художественного творчества, Дворец культуры и техники. ИНН 110 400 67 21. КПП 11 040 10 01. Получатель – финансовое управление администрации МОГО ИНТА, МБУК, ЦНХТ, ДК ИТ, 276 02 39 81. Казначейский счет 032 346 438 771 540 700. Наименование банка – отделение НБ Республика Коми, Банка России, УФК по Республике Коми, город Сыктывкар. БИК 01 87 02 501. Единый казначейский счет 401 028 102 453 70 40 74. КБК 17 000 150. В основании платежа обязательно указать добровольные пожертвования на праздник День Победы. Многие интинцы имеют дачные домики и гаражи, в которых с удовольствием проводят свободное время, при этом небезопасно. В минувшие выходные в Инте произошло 3 пожара. Причинами возгораний стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования. За минувшие выходные, 3 апреля, у нас было 3 пожара. Значит, пожары были на ПГТ Верхняя Инта, 1 пожар по улице Луговая и 1 пожар по улице Новобольничной. Пожары произошли практически одновременно, но пожарные подразделения удачно все справились, все благополучно потушили. Погибших, пострадавших на пожаре нет. Причиной пожара повлияли на ПГТ Верхняя Инта – это нарушение эксплуатации электрооборудования, по улице Луговой нарушение эксплуатации печного оборудования, и по Новобольничному причина выясняется специалистами. Гражданам нашим в очередной раз хотелось напомнить, что да, соблюдайте правила пожарной безопасности, наступает весна, поэтому необходимо прочистить печное отопление, дымоходы, еще раз лишний раз посмотреть, все ли в порядке с печным оборудованием, с электрооборудованием. И я всегда говорю, если есть у наших граждан какие-то вопросы, звоните нам, и наши специалисты подскажут, как привести в порядок элементарно печное отопление, оборудование и так далее. То есть на любые вопросы мы нашим гражданам ответим.
Мониторинг цен, содействие занятости, обеспечение лекарственными препаратами, исполнение принятых публичных обязательств в жилищно-коммунальной сфере, деятельность трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эти и ряд других вопросов были затронуты на заседании Координационного совета предпринимателей, прошедшем в городской администрации. В ходе встречи специалисты мэрии рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан в Республике Коми, в том числе в условиях ухудшения экономической ситуации. В рамках заседания членам Координационного совета по малому и среднему предпринимательству предстояло рассмотреть несколько вопросов, которые касались создания оперативного штаба по обеспечению устойчивости функционирования экономики и решения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На территории нашего муниципалитета действует трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Она состоит из трех сторон: сторона работодателей, профсоюзов, органов местного самоуправления. В конце прошлого года у нас прошло заседание нашей трехсторонней муниципальной комиссии. На заседании было принято решение об определении координатора сторон со стороны профсоюзов, работодателей, органов местного самоуправления. Со стороны работодателей был выбран координатором стороны Лущик Владимир Валерьевич, чтобы вы знали, потому что вы тоже у нас являетесь работодателями, то есть координатор стороны работодателей у нас Лущик Владимир Валерьевич. Рассматривали мы на данном заседании, значит, три вопроса. Это, я повторюсь, это определение сторон, координатора сторон и членов комиссии. Также по решению комиссии было рекомендовано работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории нашего муниципалитета, предусматривать в коллективных договорах или локальных нормативных актах, регулирующих параметры оплаты труда, положений по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-12, 2 оплачиваемых дней. В Республике Коми проводится работа по развитию малого и среднего предпринимательства. Оказываются различные виды поддержки – финансовая, имущественная, образовательная, консультационная и информационная. Создаются условия для реализации бизнес-проектов любого уровня, в том числе инвестиционных проектов на территории арктической зоны. В рамках поручений главы региона Владимира Уйба правительство Республики Коми разработало меры поддержки предприятий в условиях санкций. Это помощь предприятиям-экспортерам, льготные займы, налоговые льготы и отсрочка арендных платежей. Минэкономразвития Коми подготовила презентацию с полным списком региональных мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми на сегодня разработало план мероприятий, которые утвердили по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления. По плану мероприятий сейчас я остановлюсь, но, значит, основные моменты, на что Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми на сегодня говорит, внимание уделяет органам местного самоуправления, о том, что органы местного самоуправления должны, значит, продолжить активизировать свою работу в сфере реализации установленных своих полномочий. Для этих целей, значит, они рекомендуют создать на территории муниципального образования, запустить горячую линию и для субъектов предпринимательства, значит, организовать проведение консультаций с предпринимателями, соответственно, сформировать перечень проблем, а также предложений, которые хотели бы предприниматели получить по мерам поддержки субъектов предпринимательства. Правительством Российской Федерации приняты меры поддержки, в числе которых мораторий на проверки ИП и малого бизнеса до конца 2022 года, субсидирование выданных в 2021 году кредитов по программе поддержки ФОД, продление на полгода программы компенсации МСП расходов по использованию российской системы быстрых платежей. Для IT-отрасли предусмотрены налоговые преференции, освобождение сроком на 3 года от уплаты налога на прибыль и проверок, расширение программы предоставления грантов на создание отечественных разработок, льготные ставки по ипотечному кредитованию и отсрочка от призыва на военную службу для сотрудников.
В Минздраве заявили об угрозе распространения нового варианта омикрона омикрона. Стелс-омикрон может стать преобладающим из-за высокой заразности. На сегодня больше половины новых случаев COVID-19 в России приходится именно на стелс-омикрон. Чаще заражаются люди с ослабленным иммунитетом или те, кто не успел ревакцинироваться. Вакцинация и ревакцинация – главное условие сохранения плановой медпомощи. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в России ситуация с коронавирусом может осложниться. Для того, чтобы избежать очередного взрывного подъема заболеваемости, который уже наблюдается в других странах, необходимо сформировать достаточный запас иммунной прочности. За прошедшую неделю в Республике Коми завершили вакцинацию от COVID-19 лишь 1573 человека. 45 пациентов остаются в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 20 больных на аппаратах искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки требуют 140 человек. К сожалению, в последнее время официальные данные говорят о снижении уровня коллективного иммунитета до 50% в республике. В группах риска остаются люди старше 60 лет, те, кто имеют хронические заболевания, сахарный диабет, нарушение жирового обмена, сердечно-сосудистые заболевания, онкобольные. Уже совсем скоро откроется трудовой сезон для несовершеннолетних. Первая смена интинских подростков приступит к работе в середине мая. Ребята будут заниматься уборкой, благоустройством и озеленением города. В июне будет работать самый популярный в нашем городе лагерь труда и отдыха. Началась пора трудоустройства для интинской молодежи. В конце марта были объявлены первые наборы подростков на майские трудовые смены. Школьники не упускают возможности и отдохнуть, и одновременно почувствовать себя взрослыми и самостоятельными, и заработать на карманные расходы. Ежегодно на базе Центра внешкольной работы организовывается лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием подростков. Этот год не стал исключением. С 1 июня по 22 июня на базе нашего центра будет организован лагерь труда и отдыха для детей в возрасте от 14 до 18 лет. Для них будет организовано двухразовое сбалансированное питание, досуговая деятельность и трудоустройство. Два учреждения дополнительного образования, Центр внешкольной работы и станция юных натуралистов, постепенно формируют будущие трудовые отряды. К работе подростки приступят с середины мая. Я работала на Южном, в ДК «Октябрь», мне там очень понравилось. Я в прошлом году там работала первый раз. Вот в прошлом году я не могла попасть в отряд мэра, в этом, надеюсь, смогу попасть. И вот с собой подругу привела. Я буду работать впервые, она меня позвала. Честно, немного волнуюсь. Но она говорит, тут будет весело. Для реализации программы временного трудоустройства несовершеннолетних в этом году из муниципального бюджета выделено 2 миллиона рублей. Дополнительно к заработной плате, начисленной работодателем, ребята будут получать и материальную поддержку от Центра занятости населения. Всего запланировано 325 рабочих мест в 5 образовательных учреждениях и 4 учреждениях культуры. Самым большим количеством вакансий могут похвастаться Центр внешкольной работы и станция юных натуралистов. Прием у нас начался до 15 апреля. Мы принимаем документы. С 15 апреля уже непосредственно начнется оформление. В этом году мы трудоустраиваем 90 ребят по специальности садовник. Это отделение растениеводства, работа в теплицах, работа на открытом грунте, цветоводство, саженцы кустов, кустарников и обычные сельскохозяйственные культуры, то есть наша зелень, которую мы покупаем в магазинах. Помимо этого, на базе Центра внешкольной работы традиционно будет работать лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей. Так называемый отряд мэра работает в Инте уже более 10 лет и пользуется особой популярностью у молодежи. Одна смена с 1 по 22 июня соберет 100 обучающихся, желающих весело и с пользой провести летние каникулы. Несовершеннолетний принимается от 14 до 17 лет у нас на должность дворника на 0,25 ставки. А непосредственно убирать они будут территорию
нашего города. Это парки отдыха, скверы непосредственно, также благоустройство памятников. Это мы тоже, у нас есть уборка и такая. Еще наши детки участвуют, это даже назову всероссийская акция, мы уже участвуем 3-й год. Это речная лента, это чистка берегов реки от мусора. Постоянно собираем очень много мешков, и вот эта акция очень значима тоже для нас. Пакет документов детки должны принести: это паспорт, ННН, СНИЛС, это обязательные документы, реквизиты карты обязательно платежной системы МИР, то есть у нас уже можно и открыть и электронные, если дети не хотят пластиковые, справка об отсутствии судимости, трудовая книжечка, они должны принести, если они уже работали и у них заведена печатная книжка, но если они идут первый раз работать, у нас автоматически заводится электронная трудовая книжка. Потом справочку о медицинском заключении, то, что разрешается детям работать. И последнее, это справка со школами о том, что они являются учениками, потому что на трудоустройство мы имеем брать деток только, которые прописаны в ИНТЕ и обучаются непосредственно в нашем городе. Небольшое количество трудовых мест предлагают 6-я школа и школы села Петрунь и поселка Абесь. В сфере культуры запланировано 45 рабочих мест для подростков. Дворец культуры и техники, краеведческий музей, библиотечная система и Центр национальных культур также уже не первый год предоставляют интинской молодежи возможность подзаработать. Трудоустройство школьников будет осуществляться составлением графика работы. Не более 10 человек в группе с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, а также с соблюдением всех мер безопасности. Интинские работники культуры – лучшие из лучших. В республике завершился конкурс профессионального мастерства «Формула успеха». В нем приняли участие директора культурно-досуговых учреждений из Сыктывкара, Сосногорска, Инты, Сыктывдинского, Кайгородского, Прилузского, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Княжпогосского, Усть-Цилимского районов. При полярии представляли руководители Дворца культуры и техники и Центра национальных культур. Конкурсная программа проводилась в рамках стратегии развития культурно-досуговых учреждений КОМИ. Первым творческим заданием для участников стала визитная карточка. Интинки Галина Терентьева и Наталья Канева решили оригинально представить себя и свою профессиональную деятельность, заранее отсняв и смонтировав презентационные видеоролики. Благодарю всех коллег и участников клубных формирований за помощь в создании визитной карточки. А участникам «Формулы успеха» я желаю творческих достижений, удачи, здоровья и возвращения в обычное русло нашей любимой и интересной работы. Конкурс профмастерства «Формула успеха» проходил 2 дня. В его рамках директорам культурных учреждений необходимо было пройти несколько состязаний, презентовать свои реализованные проекты и защитить стратегические направления. Я увидела рекламу на странице ВКонтакте о проведении «Формулы успеха». Посидела, посмотрела, внутренний голос сказал: надо ехать. Пришла к коллективу, рассказываю, они говорят: надо. Но думаю, если коллектив меня поддержит, значит надо ехать. Заявились, отправили заявку.
Конкурс проходил, значит, 2 тура было заочных, мы отвечали на вопросы через интернет, и 2 дня проходило очного конкурса. Это, значит, представление визитной карточки о работе директора учреждения, мастера своего дела, то есть мы должны были защитить проект о работе нашего какого-нибудь интересного мероприятия. И 3-й тур – это был локомотив культуры. Мы должны были выстроить стратегию своего учреждения, рассказать, защитить. Наталья Канева возглавляет Центр национальных культур порядка 8 лет. В состав учреждения входят 7 структурных подразделений. Это все сельские дома культуры. На базе ЦНК функционирует 8 национально-культурных обществ и 20 клубных формирований. Наталья Васильевна работает в сфере культуры уже около 30 лет. Начинала свою трудовую деятельность в 1994 году в Доме культуры села Отзивовом художественным руководителем. По словам Натальи Каневой, работа директора учреждения культуры многогранна, насыщена, интересна и непредсказуема. Директор – это и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Первый день прошел очень скованно, все еще как-то переживали, волновались. Но в концу дня мы немножко уже познакомились с коллегами, развеселились и стали уже как-то вместе работать. Второй день мы уже все подружились. Посмотрели все, послушали у всех коллег мероприятия, послушали их проблемы, которые они озвучивали. Также мы защищались. Мы должны были рассказывать о своих конкурентах. И когда мне досталась тетрадь, для кого я должна была защищать, мне достался мой конкурент – Дворец культуры и техники. Конечно, мне было труднее всех, наверное, потому что я понимаю, что это мои конкуренты, но в то же время я должна им была преподнести какие-то интересные предложения, которые бы они должны были осуществить. В принципе, с проблемой справились. Все решили. На конкурс, конечно, ездить надо. Казалось бы, что такое конкурс? Мы их столько проводим, но, оказывается, это страшно. Выходишь, не знаешь, как на тебя жюри посмотрит, не знаешь, как выступить, не знаешь, как тебя поддержат все твои коллеги. Но интересно. Я думаю, что надо ездить на такие конкурсы. Во-первых, ты знакомишься со многими людьми, которые работают в нашей республике. Послушаешь, узнаешь. Вот у нас уже родились какие-то интересные проекты, интересные идеи. Будем сотрудничать. Очень понравился Обьячевский дом ремесел. Они хотят к нам выехать с мастер-классами, с выставками. То есть, я думаю, начало положено, будем работать дальше. Республиканская комиссия оценивала инновационность, оригинальность и нестандартность участников, их умение применять современные формы работы. У большинства конкурсантов за плечами большой опыт, им было чем поделиться и даже похвастаться. Галина Терентьева трудится во Дворце культуры и техники 38 лет. Она пришла молодым специалистом сразу после института. Начинала с должности заведующего детским отделом. В 2003 году была назначена директором ДК. Учреждение уже давно стало для нее вторым домом, а сотрудники почти родственниками. Конкурс «Формула успеха» проходит в республике уже очень давно. Проводит его Центр народного творчества и повышения квалификации работников культуры. И каждый год он проходит в каком-либо направлении, допустим, конкурс режиссеров, конкурс методистов и так далее. В этом году конкурс был объявлен среди директоров. Сначала я не давала согласия на участие, но после некоторых, скажем так, уговоров согласилась, потому что это действительно оказалось очень интересным, но и сложным. Было много заданий, 2 из которых мы выполняли до поездки, отвечали в Google форме на вопросы по нормативке учреждения, по законам, по различным деловым вопросам. Затем мы составляли проект, какой-то интересный проект учреждения, и все это отправляли в заочной форме в Сыктывкар. Затем уже в очной форме мы показывали наши визитные карточки. Мою визитную карточку наш информационно-методический отдел сделал в форме выпуска проекта «Люди», который у нас был запущен в последние годы. И это было первым заданием. Затем была защита проекта. Я взяла на защиту наш праздник оленеводов ТРПКР, потому что в марте этого года ему исполнилось 25 лет. И поскольку нужно было защищать тот проект, в котором вы лично участвовали, а я участвовала в самом первом празднике оленеводов, я взяла его. И поскольку наш праздник имеет уже очень богатые традиции, символики, сувенирки, наш проект очень ярко прозвучал и заинтересовал многих директоров клубов
клубных учреждений, которые сказали, что в следующем году мы к вам обязательно приедем. Поэтому этим проектом я выстрелила 2 раза. И защитилась хорошо, и заинтересовала остальных. По итогам регионального конкурса профессионального мастерства директоров культурно-досуговых учреждений «Формула успеха» решением республиканской комиссии ИНТА оказалась лучшей. Победителем признана Галина Терентьева, директор Дворца культуры и техники. Триумфатору вручили диплом и сертификат на денежный приз в размере 50 тысяч рублей. Главный приз 50 тысяч рублей идет лично, он приходит на карту победителя. И, в общем-то, я буду отчитываться о нем как о доходах своих, но я уже решила, что большую часть своего приза я выделю на приз в каком-нибудь конкурсе, который проходит у нас на сцене, и всегда у нас проблема найти спонсора, поэтому я думаю, что это будет хорошим, достойным призом, и мы его назовем «Формула успеха», для того, кто победит в каком-то конкурсе. Я считаю, что деньги должны работать, и они должны принести радость не только мне, а и всем, кто отважится пойти на какой-то конкурс. Также Галина Терентьева стала победительницей в номинации «Преданность профессии и наставничество». Директор Интинского центра национальных культур Наталья Канева одержала победу в номинации «Неисчерпаемая активность и энтузиазм». Вместе с дипломом ей вручили ценный приз – справочно-энциклопедическое научное издание «Комплексный атлас Республики Коми». У интинцев есть уникальный шанс вспомнить школьные времена, попробовать свои силы в написании добровольного диктанта и проверить свою грамотность. Сотрудники Центральной библиотеки приглашают горожан принять участие в просветительской акции «Тотальный диктант-2022». Тотальный диктант – добровольная акция для всех желающих. Она проходит в один день по всему миру с поправкой на часовые пояса. В этом году все желающие будут писать диктант 9 апреля. Для участников в этом году доступно 2 формата. Первый, самый интересный, живой формат. Традиционно мы соберемся в Центральной библиотеке, а продиктует нам Ольга Витальевна Захватова, учитель русского языка и литературы лицея номер 1. И второй вариант участия подойдет для тех, кто по какой-то причине не сможет прийти в библиотеку. Это формат «Пишем дома». В этом случае вы скачиваете бланк с сайта, распечатываете его самостоятельно и пишете текст по диктовку во время онлайн-трансляции на сайте проекта. И до 12 апреля можно будет сдать работу на проверку в Центральную библиотеку. Хочу обратить внимание всех, кто будет участвовать в формате «Пишем дома». Очень важно написать часть диктанта именно для нашего часового пояса. Ее продиктуют 14:00. Автор текста «Тотального диктанта 2022» – писательница, переводчик, сценарист, лауреат премии «Большая книга», национальный бестселлер, русский букер и «Ясная поляна» Марина Степнова. Для просветительской акции литератор подготовила историю о жизни мальчика-подростка, который живет в Воронеже конца XIX века и готовится к встрече с первой любовью. За годы организации проведения диктанта смело могу сказать, что ни один писатель, ни один автор не продиктует свой собственный текст лучше, чем Ольга Витальевна Захватова. Ну и фирменные ручки – приятный бонус для всех, кто пишет диктант на нашей площадке. Организаторы отмечают, что количество мест в библиотеке ограничено и обязательно требуется регистрация. Пожалуйста, обратите внимание на важный момент. Для участия нужна регистрация на сайте totaldict.ru. После регистрации в списке городов нужно найти ИНТУ. В разделе площадки будет 2 варианта – Центральная библиотека и «Пишем дома». Выбираем нужный вариант, нажимаем «Я пойду». Регистрация на площадке нужна по нескольким причинам. Первое и главное – количество мест в нашей аудитории ограничено, а регистрация гарантирует, что вам достанется место. И второе – зарегистрировавшись, вы самостоятельно можете узнать результат и скачать сертификат участников. А если у кого-то возникнут вопросы или трудности при регистрации, обязательно обращайтесь в библиотеку, мы всегда помогаем участникам диктанта. ИНТА принимает участие в этом масштабном образовательном проекте с 2015 года. Площадкой для его написания всегда служит Центральная библиотека. Регистрация уже началась, поторопитесь. И в завершении выпуска объявление. В целях подготовки к пожароопасному сезону 2022 года, недопущения чрезвычайных ситуаций, снижения риска их возникновения и смягчения возможных последствий администрация ИНТы предлагает всем желающим стать добровольцами для привлечения к возможному тушению лесных пожаров в 2022 году. Заявления от интинцев, желающих вступить в отряд волонтеров, принимаются в управлении по делам гражданского
гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности городской администрации, кабинет 125. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 628 41. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.